ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Накануне наш маленький северный город посетили большие гости. В Ухту приехал полномочный представитель президента России по северо-западу Александр Беглов и глава региона Сергей Гапликов. Видимо, дорогих гостей ждали в Ухте с особым трепетом. Возможно, это совпадение, но во вторник, 27 февраля, в старом центре города даже днем работала снегоуборочная техника. Первомайская и загородная были убраны на ура. Хотя еще совсем недавно тем, кто живет в этом районе, снег на тротуарах доставлял неудобства. Дороги не чистят. Вот здесь на повороте дороги вообще абсолютно не чистят. Там идешь, прям запинаешься. Куда вообще у нас в Ухте смотрят люди? Но гостям, в особенности Александру Беглову, Ухта предстала уютной и обжитой. В начале своего рабочего визита полпред президента посетил Вечный огонь и полюбовался видом спящей пока реки Ухты. Дальше делегация проследовала на учебный полигон горно-нефтяного колледжа. В УГТУ прошли и дальнейшие мероприятия по случаю приезда государственного деятеля. После Александр Беглов поделился впечатлениями. Ну вот, знаете, хотелось бы порешать все эти вопросы, соответствующие деньги, но, наверное, денег на все не хватает. Да? Надо шаг за шагом решать, потому что нам нужно и армию модернизировать, о чем я сегодня говорил, решать ряд вопросов, связанных с безопасностью нашей страны. Вот, и, конечно, это требует больших колоссальных затрат. Из положительного Александр Беглов отметил полное освоение Ухтой средств на переселение из ветхого и аварийного жилья и рост привлеченных инвестиций, в первую очередь на развитие сельского хозяйства. Когда я смотрел материалы, я думаю, какое сельское хозяйство там в Ухте, да, там какое сельское хозяйство. Ну, посмотрел тут по молоку, по мясу, тут у нас крупнорогатый скот. Также государственный деятель заметил, что проинспектировал область образования, задача которой – решить проблему с очередями в детские сады детей до 3 лет и вторыми сменами в школах. Александр Беглов отметил, что, к примеру, в Воркуте, которую он посетил до Ухты, проблема со вторыми сменами решена.